Раньше знаешь, как говорили, когда они готовили губадыга или балыш, сколько ложек масла надо было? Сколько людей, столько и ложек надо, нет? Сколько кусков? Сколько кусков? Да, в деревнях обычно наши готовятся же и обсуждают. Так интересно, вот я наблюдала, когда маленькая еще была. Кімдер анда 12 қашық салғандар майна, кімдернікі 9 ғана болған. Ну вот эти такие деревенские хитрости. Здравствуйте, уважаемые телезрители! И сами Кадрле Дуслар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях ведущая утренней программы на телеканале ТНВ «Сиңа Минен Сәлем» Фарида Тухватуллина. Маршаловыз! Исәнмісіз. Қалларыңыз нешек? Ничего, крінгіне, сізден Бүгін нешек? татарша сөйлесеміз бе? Ярар. Сөйлесеміз. Татарша. Фарида Тухватуллина, редактор программы «Манзара», ведущая программы «Сиңа Минен Сәлем» на телеканале ТНВ. Родилась в селе Аламингарь Атнинского района Республики Татарстан. Выросла на родине Тукая, в деревне Новый Еваш Арского района. Окончила Арский педагогический колледж, затем факультет иностранных языков Казанского педагогического института и факультет управления экономики и права КХТИ. С 2002 года сотрудник телерадиокомпании «Татарстан. Новый век». Редактор и ведущая утренних программ, главный редактор главной редакции музыкальных и литературных программ ТНВ. Руслан, мен сізге бәләкәйгенә күчтәнеш алып келдім. Это маленький гостиниц. Так, давайте разберем. Интересненько. Разберем. Что же там? Что же там? Здесь у нас мед. Вот это такой мед с орешками я делаю сама. Да? Очень вкусный и полезный продукт. Рахмат Бекзур, спасибо большое. Естественно, к нему чай хороший. Ай-яй-яй-яй. И вот такая интересная штучка. Как Так. ты думаешь, что это такое? Укроп? Баню любишь? Конечно, люблю. Конечно. Это веник замороженный. В баню заходишь, в холодную воду, она вся раскрывается, Так. как будто только что сорвали. Замороженный? Да. Серьезно? Первый раз Ничего- слышу. Я первый раз о таком слышу. Спасибо большое, спасибо. В июнь месяц, это конец июнь месяца, обычно мы собираем. Ага, Идем в лес, Так. собираем чимал, ага. приезжаем домой, все это вяжем и сразу в морозильник. Я первый раз В течение слышу о таком 2-3 способе, часов, честное да. слово. Первый раз. В Ладно, холодную воду. всем надо. до свидания, я пошел в баню. Фарида, ну что мы сегодня будем готовить? Рассказывайте. Мы сегодня будем готовить бәлеш с полвой. Бурай бәлеши. Бурай дальше. С полбой? Ае. Давайте уже готовить, я хочу попробовать, Так, что это нам такое. понадобится мясо, Так. говядина, халяль, естественно. Бурай, полву, то есть Так. немножко отварили заранее. Мука, чуть-чуть сметаны, сливочное масло, яйцо. Фарида, как мне нарезать мясо? Биг уакитып. Очень-очень-очень мелко. Очень мелко. Да. Хорошо. Я сначала тогда от Умеете? косточки отделю, а потом Да. мелко буду резать. Косточкой отделим и на бульон отправим. Всё. А, я на бульон, все, классно. Да. А вы что будете делать? Я тесто буду делать. С масла начинаем. Поехали. Давайте. Бисмиллахны айтып, ауызу биллахи минаш шайтани ражим, бисмиллахи рахмани рахим. Меңа кошыкта берсеңиз. Береміз. Майны салабыз. Май біраз ғана юмшақ болса, немножко мягко должно быть масло. Сметанки чуть-чуть. В граммах не спрашивайте, сколько Так. надо, потому что не знаю. По Все на интуиции. глаз, все на глаз. Это самые Всё лучшие на рецепты, глаз, самые да. лучшие рецепты. Уверяю вас. Буквально несколько слов. Дома-то часто готовите или нет? Дома, Аллаха шукр, часто готовлю. Каждый день. Так. И утром, и И вечером. и Да. днем бывает, Утром да? завтрак, обязательно кашку, потому что у нас дети еще маленькие. Так. О, а сколько у вас детей, скажите? Трое. Алхамдулиллах и шикар. Мальчики, девочки. Кто У там? нас 2 девочки старшие и 1 мальчик. Нур-Султанчик. Малике, Зарина, Нур-Султан. Мясо у нас свое, из деревни везем, потому что я родом из деревни. Так, Это ой. Арский район. А, Это деревня Новый Кырлай. Рядом есть очень красивая деревня Новый Яваш, называется. Яңа и Ябаш. Яңа и ваш. Да. Родилась я в Атнинском районе, потом родители переехали в Арский район. Вот это родная деревня мамы. Так. Это знаменитая деревня. Родом из нашей деревни писатель Рафаэль Тухватуллин есть. Так. Ну, и есть Фарида Тухватуллина. Есть, Фарида? Вы не родственники случайно? Нет, не родственники. Нету? Не Тухватуллин – представляю. это фамилия папы, девичья фамилия, потому что я уже, когда замуж выходила, работала на телевидении. Так. Естественно, папа пожелал, чтобы я оставила свою фамилию. Мгм. А так я по мужу Вали Ахметова.
Муку Прекрасно. передайте Да, мне, муку. пожалуйста. Да. Мгм. Пожалуйста. Туз белән шикәрне дә алып бир инде, зинһар. Пожалуйста. Да. Так. Это тоже Слушай, всё на глаз, да. Очень прям. Все на глаз делаю. А в Арском районе есть какие-то фирменные блюда? Вот это и есть, наверное, бурай бәліші. Да. Потому что вот этот бәліш я, знаете, когда первый раз попробовала? Не Когда? в детстве. А когда? Я попробовала, когда уже работала здесь, на ТНВ, Угу. на любимом. Мы ездили на съемки в Арский район, это Тукайское лесничество тогда было. Угу. И там нас угостили вот этим бәлішом. Сказали, что это президентский бәліш. Президентский бәлеш. Да. Мне очень понравилось. Я спросила, какие ингредиенты. Они сказали, ой, проще простого инде. Бурай саласың, пішіресің, ішің бітті. Потом я долго искала этот бурай. Где его взять, да? Да, Ага. сейчас уже появился в магазинах, а тогда еще не было. Это получается 16 лет назад. Да, раньше вообще было сложно все. Раньше кырт даже невозможно было купить в магазине. Ну, мне кажется. кырт дома можно делать, а понятное полбу не дело. вырастешь. Ну, понятное дело, да. Так. И вот после этого я начала готовить, и мои коллеги уже знают, что каждый праздник, каждый наша, каждый день рождения мое без бурай бәліші не обходится. А в детстве какие любимые блюда у вас были? Что В готовили? детстве? Давайте, кто? Да, они у меня очень вкусно готовили. Знаете что? Что? Рисовую кашу с изюмом. О, Просто. это же вкусно, это же очень вкусно. вкуснятина. А мама у меня готовила, у нас это называется щеп-щек. Так, что это такое? Это из теста рогалики. Вкусные очень. Но Так. мама у меня работала главным бухгалтером, у нее времени мало было, некогда было готовить, поэтому это только по праздникам. А в каком возрасте вы уже начали готовить? Ну, так, Я когда готовить научились? начала С детства, уже наверное, прям, с да? детства, да, потому что я была очень самостоятельным ребенком, и мне уж мама тоже говорит, Ага, когда в первом классе, в нулевке тогда называлась, так. училась, так, теперь руками работаем. Мгм. Когда училась в первом классе, у меня уже такие обязанности были. Вот домой пришла, Так. ашна куирга, Мгм. это бульон надо поставить, мама уж заранее мясо с утра готовила. Подготовила, Да, да? Ага. потом малтуальна карарга, выйти, посмотреть коров, Ага. там туда все по хозяйству. Это потом только играть и уроки делать. Да, Получается? У меня все получается, мне Да? кажется, очень мелко, Мелко, да, как очень. будто бы из мясорубки. Да, Рубленый да. такой Молодец, аферин по-татарски. В каком возрасте вы решили, что вы будете работать на телевидении? Когда появился интерес к этой профессии? Интерес, наверное, появился, когда я уже училась. После Новокарлайской средней школы я поступила в Арский педагогический колледж, Орша педагогика, там 2 года проучилась. И мне По какой специальности? преподаватель английского языка. После педучилища Так. я поступила в педагогический институт, тогда назывался, факультет татарского и английского языка. В Казани. Это в Казани уже, да. Мгм. Там проучилась 5 лет и получила специальность преподаватель татарского языка плюс английского языка. Так. В 99 году был кастинг. Мгм. Тогда еще ГТРК, ТНВ еще не было. Так. Я пришла на кастинг. Очки носила я, кстати. Очки? Да, Зачем? в очках пришла умная такая, Ага. чтобы работать на телевидении. Думаете, без Посмотрели, очков не взяли бы вас? думаю, нет. Они послушали, Ага. потом 3 тура прошли мы. Так. Сказали мне, девушка, у вас очень красивый язык получается, по-татарски разговаривать и писать, потому что мы пробовались и писали какие-то там статьи, что-то озвучивали. Так. И меня пригласили корреспондентом в программу «Жихан Хабарлары». Я пришла на эту передачу, проработала. Потом, естественно, у меня и учеба была. Я еще параллельно работала преподавателем английского и татарского языка в кадетской школе. Не успевала, естественно. Потом я решила пока учебой только заниматься и ушла. И как раз, когда я получила уже диплом, это 2002 год, открылась ТНВ. Прекрасно. Прекрасно Это просто. идеальная Да, схема просто. да. Просто. Так. Кисе бітірдің бе? Кисе бітірдім. Болды ма? Да, Так, болды. это давай сюда. Что мы с этим делаем? Складываем сюда, да? Складываем сюда. Ярар, хорошо.
Так, лук. Кто будет заниматься луком? Я нарежу лук. Мелко надо, да, по всей Очень видимости? мелко надо, да. Очень мелко. Так. А вы что будете делать? Я буду интересно. делать тесто уже готово, раскатывать да? будем, Так, да. тогда я чуть-чуть Конечно, она подвинусь должна сюда. простоять где-то минут 10, если в домашних условиях делать. Смотрите, накрываем смотрите, 10 чудеса минут. телевидения. Прунь. Прошло 10 минут. Итак, пришла я на телевидение. Угу. Тогда была передача «Хайырли ирте Татарстан». Так. И вот начала там работать. Сначала я проработала несколько месяцев корреспондентом, потом мне сказали, давайте будем вести передачу «Хайырли ирте Татарстан». Так, она уже Всё. тогда в прямом эфире выходила или нет? «Хайырли ирте Татарстан» в прямом эфире выходила. Мы Так. в записи никогда не работали, по крайней мере я. И как это в прямом эфире? Это Прямой же эфир сложно. – это адреналин, очень хороший. Но мне нравится работать, я работу свою очень люблю. Параллельно я как корреспондент тоже работала, делала сюжеты. Мне очень нравится делать сюжеты про личности, про тогда тысячелетие Казани было, Мангяшар Казан, с известными историками я делала. Ага. Где-то 3-4 года выходила эта рубрика. Так Так. что вот такая география у меня на ТНВ. Ну как? Мелко режешь? Максимально мелко, насколько у меня это Молодец, получается. Афарин. Я столько похвалы в свой адрес не слышал ни разу, как за сегодня. Ну, хвалить-то надо. Спасибо, Таба спасибо. киряк бит инде миңа Таба хәзер. киряк, Да, всё обязательно. есть, всё Чтоб размер есть. посмотреть. Оп, Всё, нормально? поставим. Да, Хорошо. Прям прекрасно. хорошо. Так. прекрасно. Раскатываем тесто. Ну И вот. так, что дальше? Что Ваш дальше? профессиональный жизненный путь, как протекал дальше? Параллельно, естественно, и личная жизнь протекала, и замуж вышла, и детей родила друг за дружку, Так. получается. И предложили мне в конце 2008 года передачу «Сиңа миннен сәлем» вести. Так. 10 лет в этом году наша передача. Да. Ничего себе. 10 лет. Да, передача «Сиңа миннен сәлем» сначала принимали заявки поздравления, то есть понятно то, что люди родственников поздравляют, родных поздравляют. Сейчас очень просто отправлять такие письма. Так. Знаете как? Сообщение? WhatsApp? Нет? На сайт ТНВ. На сайт ТНВ. Ну, да, проще понятно, простого. понятно. А тогда, мне кажется, тогда же это не было еще так, наверное, нет, Ну распространено? и письма приходили, да, да. Прям реальные письма. Реальные Вот прям письма, реальные письма. да, да. Какие-то запоминающиеся были, Были, письма? конечно, Руслан, были. Знаете, вот из Курганской области есть зритель, который уже в течение нескольких лет уже пишет письмо, красивые письма пишет, и про ТНВ свои мысли высказывает. Ну, такие комплименты уж, и про передачу. То есть люди, зрители наши, татары, можно сказать, да? Так. И русские смотрят. Очень интересно. Что да? немаловажно. Что немаловажно, да, и другие национальности. Открываешь письма, Так. такие теплые, как будто вот күңелләрен биреп язалар. Я тоже хочу, чтобы нам кто-нибудь написал. Напишите нам письмо, пожалуйста, реально, кто-нибудь. Вот, а мы его потом прочитаем. Да? Сейчас вот бялиш сделаем, я сама напишу письмо. Я только хотел сказать, если никто не напишет, можем мы вам скажем? Ну, вы же напишите, да? Пожалуйста. Конечно, напишу. Спасибо. Потому что писать я люблю, я петь еще люблю. Так, так, ну все, мы вас не отпустим, пока вы нам не споете. Ничего не знаю. Все, давайте. Так, все, лук готов. Нет, мы не съезжаем с темы. Да? Да, давайте, хорошо, лук куда мне надо будет сделать? Мы сюда? параллельно будем петь. Все, я перекладываю лук, мы Да, поем. Ақ иделіде ақ қарапла, отырдым алға қарап. Ақ иделіде ақ қарапла, отырдым алға қарап. Бір генә сөз әйтер идем нұрлы yüzіңе қарап. Бір генә сөз әйтер идем нұрлы yüzіңе қарап. Это я дома так и пою. А теперь моя очередь. Афарин, молодец. Вот, одно слово выучила, да? Поперчить надо, Так, посолить. отлично, отлично. Перчика побольше. Так, Давай соль я сама. А
Опять-таки. Все на глаз. Все на глаз. Все на глаз. Брай. Полбу, да. Так, а это уже тоже у нас, все, когда мы варили, солили, да, уже все нормально здесь? Да, да. Все, хорошо. да. Все добавляю или нет? Все? Все, да. Так. Все добавляем. И Тесто перем- готово. Урнаштрабас. Мгм. Так. Тесто так. Как у вас все так Ну, я же каждый день плотненько, все готовлю. так быстренько получается. Не сглазь. Ну что, выкладываем это, да? Туда? Выкладываем, Уже всё, я да. уже перемешал, потому Да. что мне Эй, кажется... бедлер. Так, Так. нам надо растопить сливочное масло. Угу. Можно в топленом виде, можно в таком. Проще растопить и вкуснее будет. Аккуратненько. Раньше знаешь, как говорили, когда энилер готовили, губадия или балыш, Ага. сколько ложек масла надо было? Не знаю. Сколько людей, столько и ложек надо, нет? Нет? Сколько кусков? Сколько кусков? Да, в деревнях обычно наши готовятся же. Ага. И балыш делают и обсуждают. Так интересно. Вот я наблюдала, когда маленькая еще была. Әне, кемнәр анда 12 кашык салганнар майны, кемнәрнеке 9 гына булган. Ну, вот эти такие деревенские хитрости, кулинарные, так скажем, да. Секреты. Секреты, конечно. Я бы сказал Секреты даже. татарской кулинарии, Конечно, да. конечно. Фарида, ну, в вашей программе передают привет. Обычно же какой-то повод есть для привета. Ну, там, день рождения. Естественно. День Юбилей, рождения, я не знаю, что юбилей. там, праздник какой-то, 8 марта. 65 совместной жизни. Так. Это прекрасный повод. я бы Это сказал. прекрасный повод. Я бы хотел отметить 65-летний юбилей совместный. С 5-летним юбилеем даже поздравляли случай. был. Да? Да. Так, а самый необычный повод какой был? Самый- Ну, не знаю. Поздравляем, что ты сдал на права там. или Нет, что, нет? необычных поводов не было. Просто слова благодарности иногда вот не каждую неделю, но раз в месяц, раз в полгода слова благодарности какому-то врачу, например, какому-то Так. специалисту. Вот такие бывают. А много писем вообще приходит? Вот реально, если посчитать. Сколько раз в неделю У нас выходит программа? стоит лимит. Мы принимаем 12 писем по сайту. Еще есть одна компания, которая принимает поздравления по телефону. То Так. есть с домашнего телефона они заявки принимают. Но где-то в одну передачу 15, 16, 20. Там же еще и беседа, и видеопоздравление, такая Да, услуга есть. еще и Да, гость есть, с и которым гость надо есть, поговорить, да? и поговорить, Да. и пообсуждать интересные моменты. Поэтому А сколько раз в неделю выходит передача? один раз в неделю, Один раз по в неделю. субботам, в 7 часов утра. Так что я в 6 часов утра в субботу уже на работе. Если вы в 6 утра на работе, я вот хотел спросить, во сколько вы встаете, чтобы прийти туда в 6, а в 7 В начать? 6 я 4:30 встаю уже. Всю жизнь, вот сколько лет я работаю на ТНВ, у меня всегда были утренние эфиры. И я так рано просыпалась каждый раз. Получается, Ничего себе. у нас бывала вот программа «Хайлирта Татарстан», она Мгм. начинается в 6 часов утра. Это мы вставали в 4, 4 выезжали где-то, в да? 5, да. И это же надо быть еще супер бодрым с утра. Супер бодрым надо быть и готовиться надо, потому что вот письма письмами, а все равно сценарий должен быть. Да? Сценарий всегда. Если даже человек, вот, который передо мной сидит, гость передачи, если я его уже знаю Мгм. 100 лет, общаюсь и в жизни, и на эфирах, я все равно готовлюсь. Не было ни одной передачи, чтобы я не готовилась. Я вот себя неуверенно тогда начинаю чувствовать. Я всегда готовлюсь, потому что ведущий или ведущий всегда должен знать на 150% больше, чем он знает, чтобы хорошее интервью было. Все готово? Все готово? Мы вот уже туда дырочку сделали. Да, у меня Весь была во- тигизливес, Так. чтобы воздух вышел лишний. И крышечку надо сделать, да? Вот Нужно так ей. Малюсенькую. Малюсенькую, Да. красивую. И в духовку Хоп. на 180-200 градусов Сколько? на час. На час. Да? Давайте отправлять. Ну и пока наш балыш готовится, мы прервемся с вами на небольшую рекламу. Бурай балыше. Балыш с полбой. Для начинки отварили полбу, мелко нарезали мясо и репчатый лук, смешали все с полбой, посолили и поперчили. Замесили пресное тесто и дали ему немного отдохнуть. Разделили тесто на 3 части.
большую для донышка, поменьше для крышки и маленький колобок для дырочки крышечки. Раскатали большую часть и выложили на смазанную растительным маслом сковороду. На тесто выложили начинку, полили ее растопленным сливочным маслом. Приподняли края теста, накрыли бэлиш крышечкой, защипали края и поставили в духовку на 2 часа. Подавали с мясным бульоном. Друзья, мы вернулись. Это вновь «Секрет татарской кухни». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Фарида Тухватуллина, ведущая программы на ТНВ «Сиңа миннен сәлем». И сегодня мы готовим бэлиш с колбой. И он И уже с у нас... мясом. И с мясом. Ну, естественно, да, естественно, он уже у нас в духовке. Уже Да? подходит, пока реклама шла, пока мы разговаривали. Единственный еще один секрет. Надо присыпку сделать из сливочного масла и муки. Так. И через 30 минут посыпать. И очень красиво будет. Все сделаем, посыпем, Да, все будет да. классно. А Так, теперь салат будем делать. салатик. Что Да. за салат мы делаем? Рассказывайте. Весенний. Легкий весенний салат. Легкий Да. весенний салат. Прекрасно. Что делаем? Давайте. Это Есть кукуруза, редиска. редиска, зелень. Я так понимаю, редиску надо нарезать. Каким Да. образом? Как хочешь. Хочу вот так. Давай. Хочу вот так. Никто не против? Так, а что еще туда добавляется? Редиска. Редиска, кукуруза. Фрида, а чем вы еще занимаетесь, кроме того, как... Ну, передача выходит раз в неделю. Ну, много свободного времени Ну должно да, быть. вообще куча, да? Конечно. Вообще, готовлюсь долго, конечно, передачи, но еще у меня есть и другие обязанности. Какие? Я еще являюсь главным редактором главной редакции музыкально-литературных программ. Ого. Это значит передачи «Ваш Ваткыш», «Адам Белян Хауа», «Жирлы Гале». О, Жирлы Гале. Телеочерки очень красивые, «Юряктен», «Юрякка» делаем. Так. Всякие выездные концерты, мероприятия. Вот такая насыщенная жизнь, очень дружная, очень хорошая у нас редакция. Фрида, ну вы понятно, вы связали свою жизнь с телевидением. Все. Конкретно, надолго и, мне кажется, навсегда даже. А дети ваши? Дети. Хотят, нет работы на телевидении? Дети, у меня старшая дочка Малика, 12 лет ей будет. Она уже снимается в передачах для утренней передачи, я ее как ведущая. Так-то у нее есть стремление. Но знаете, какая у нее мечта? Она хочет стать стоматологом и потом работать телеведущей. Я думаю, что вообще реально все. Реально совмещать. Вот серьезно. И Я это тоже будет так достаточно думаю. интересная передача. Почему бы и нет? Пусть Всевышний даст здоровье, желание, а остальное все будет. Меня швай. Болды. Все. Ложку передайте мне, пожалуйста. Салат готов. Эзер, биг тизгене. Сейчас мы это все перемешаем и уже будем пробовать. Салат весенний. Язгы салат. Редиску нарезали тонкими пластинками. Петрушку и листья салата нарвали руками. В салатную миску выложили редиску, зелень, консервированную кукурузу, приправили солью, перцем, растительным маслом. И все перемешали. Друзья, ну что, у нас все готово. Барда эзер болды. Аллаха Всё шükür. было. Да, я напомню, мы готовили сегодня бэлиш с полбой, с мясом, весенний салат. Язва салата. И давайте уже все это пробовать. Выглядит все очень пожалуйста. аппетитно. Как правильно, с какой стороны Бэлиш подойти мы надо? сегодня будем пробовать с бульоном. Так. Можно и с катуком, можно и с чаем, кому как нравится. Но у нас бульончик. Тут Да, у уже нас мясо, бульончик. все, Да, мы приготовили. Так, Ну как? Президентский бэлиш получился? он прям очень президентский, я прям даже сказал. Мне это очень вкусно. Фрида, это действительно... Спасибо. Подождите, чтобы картина была полная, Да, с надо же бульончиком. бульончик еще попробовать обязательно, да? Обязательно. Зеленый Шулпа белен. Шундай тәмне. И салат можно и салатик, да? попробовать. Салатик. Да, легкий Кстати, это салатик. все очень сочетается друг с другом, на самом деле. Здесь бэлиш, салатик с бульончиком. Очень яркий такой красивый салатик. Прям настроение немножко даже поднимает. Давайте будем пробовать. Мне кажется, это просто невозможно испортить. Это очень вкусно. Очень вкусно. Очень легко готовить. Ну что, друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Фарида Тухватуллина, ведущая утренней программы на телеканале ТНВ «Сиңа миннен сәлем». Смотрел эту передачу по телевизору и очень рад, что познакомился сегодня с вами Взаимно. здесь. Спасибо большое. Друзья, смотрите вы тоже эту передачу. Ну и, конечно же, нас не забывайте смотреть каждое воскресенье 11:30 на телеканале ТНВ. Сау болыңыз. До скорых встреч. Пока-пока.
Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.